Всем ассаламу алейкум. Сегодня мы делаем презентацию квартиры, которая выставлена на продажу в город Тош, микрорайон Араванская, по улице Гапаракиева. Квартира у нас трехкомнатная, 77 серии, на 4 этаже. Общая квадратура 67,66 квадратных метров. Бисмилля, давайте начнем презентацию. Мы находимся с вами во дворе данного дома. Это у нас улица Гапаракиева, Сулейман То. Напротив как раз имеется музей имени Гапаракиева, изобразительных искусств. Здесь у нас имеется калитка для машин, закрытый вход, только заезжают по чипу. Посмотрите по фасадной части. 77 серия, дом кирпичный. Лоджии 11,20 квадратных метров. Дом был построен в 1990 году. Высота потолка 2,95. В данном доме отопление ТЭЦ. Не теплоснабжение, а именно ТЭЦ. Посмотрите, вот такая у нас фасадная часть. Во дворе всего лишь 3 дома, 3 блока, ну считая с этим. Крыша у нас перекрыта над квартирой. Бисмилля, пойдемте в саму квартиру. Сейчас мы с вами находимся в квартире. Это у нас входная часть. Посмотрите, здесь очень такой большой приятный холл сделан. Обратите внимание, весь электромонтаж замененный. На каждую комнату идут автоматы. Дверь у нас бронированная, утепленная. Как заходим в квартиру, тут у нас будет миманканасы, гостиная. Здесь у нас родительская спальня. Здесь у нас детская спальня. Здесь по проекту кухня, но так как здесь находился шкаф, то есть это легкая конструкция, она была убрана, и кухня перенесена на лоджию. А здесь, извиняюсь, здесь у нас сделана, посмотрите, вот такая вот именно, как мини-гостиная. Здесь у нас прямо ванна, здесь у нас санузел, хажатхана, туалет-ванна отдельная. Обратите внимание, ригеля у нас есть, как я ранее говорил, дом построен в 1990 году. Высота потолка 2,95. Пойдемте с вами в гостиную. Посмотрите, какая у нас гостиная. Как мы все знаем, 77 серии стены кирпичные. Это отличие от 105 серии. Здесь, как мы видим, окна у нас все пластиковые, то есть с выходом на лоджию. Отопление аявай джакши штиватат. Прямо абдан джакши штиватат. Очень горячий, вот так долго пальцем не могу держать. Вообще, да? От слова вообще. Здесь у нас стоят пластик, да, как мы видим. И давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем. Посмотрите. В этом доме отопление ТЭЦ. Не теплоснабжение, не котельная, а именно ТЭЦ. Пойдемте с вами в родительскую спальню. Межкомнатные двери, тоже посмотрите, хорошенькие. Здесь у нас родительская спальня. Пол у нас ламинат. Здесь, как мы видим, тоже отопление. Здесь уже биометалл стоит. Окна у нас здесь пластиковые. Кстати, крыша перекрыта полностью. Давайте мы здесь с вами стояк посмотрим. Как мы видим, стояки тоже пластиковые. Пойдемте с вами в детскую. Здесь у нас детская. Посмотрите, какая уютная. Тоже полы ламинати. Отопление в каждой комнате присутствует, отопление хорошо работает. Здесь у нас пластиковые трубы. Окна у нас, как мы видим, тоже пластиковые. И давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем. Кстати, отличная вещь. Дома тоже себе такое повесил. Очень удобно. Сейчас давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем. Посмотрите. Действительно, напишите в комментариях, как вам вообще вот такая перепланировка, чтобы такой большой холл был. Здесь у нас тоже, как видим, чугунные батареи. Невозможно руку держать. Пластиковые трубы. Здесь у нас тоже пластиковая труба. То есть, если мы видим пластиковые трубы, значит вся система заменена. Редкий случай я видел, где меняют полностью систему металлической трубой. Здесь у нас газосчетчик имеется. Так, раз пломба, два пломба. Основная пломба, как мы видим, тоже присутствует. Дверь у нас пластиковая. И сейчас мы с вами попадаем на лоджию, с которой то есть сделали кухню. Посмотрите, какая у нас уютная. Здесь полностью стенка гипсокартон обшита, пластиковые окна, есть кондиционер, кухонная мебель, посмотрите. И как мы видим, залом у нас, как я ранее говорил, пластиковое окно. Вот давайте мы отсюда вид посмотрим. Здесь у нас тоже ламинат стоит. Есть у нас принудительная вытяжка, обратите внимание. Выходит напор воды по нашему обыкновению.
Напор воды для 4-го этажа прям отличный. В советских домах это SQU, вода идет снизу вверх, а в новых домах, как я ранее говорил, сверху вниз идет. Вот это разница. Поэтому напор очень хороший. Давайте с вами посмотрим, в каком состоянии у нас сантехника. Так, мы здесь видим водонагреватель. И как мы видим, все трубы пластик. Да, вот эта труба металлическая, это, по-моему, под газ идет, скорее всего. Пойдемте с вами в ванную. Здесь у нас ванная, но ванная была убрана и поставлена душевая кабина. Если честно, я тоже придерживаюсь тому, что раз у нас горячей воды как таковой подачи нету, и мы все пользуемся водонагревателем, лучше пользоваться душевой кабиной. Это и практично. Вытяжка у нас имеется, здесь у нас имеется принудительная фортуга, тоже окно. Как мы видим, отопление здесь тоже есть, пластиковые трубы, душевая кабина, напор воды. Как сами видите, напор воды хороший. По сантехнике. Сантехника у нас здесь пластик. Соответственно, водонагреватель у нас находится в жаткане. Так, здесь у нас, как мы видим, тоже пластик. То есть сантехника вся пластиковая, вся заменена. Здесь у нас ажатхана, туалет. Унитаз работает. Сантехтруба у нас пластик. Водонагреватель имеется. Вытяжка выходит в ванную. Здесь у нас трубы. Так, здесь пластик. Тут тоже сантехтруба пластик. И все у нас в кафеле. Напоминаю, в городе Ош, в микрорайоне Араванской, по улице Гапаратиева, выставлена на продажу трехкомнатная квартира на 4-м этаже, 7/7 серии, 69.79 квадратных метров. Дом был построен в 1990 году. Высота потолка 2,95. Крыша перекрыта, отопление ТЭЦ. По документам. Документы проверены, документы в порядке. Продает сам собственник. По цене. Цена $68 тысяч с минимальным торгом. Повторяю, басы $68 тысяч с минимальным торгом. Варианта обмена на машину не присутствует. Варианта рассрочки также не присутствует. Оплата только наличными. По всем остальным вопросам вы можете обращаться по телефонам 0779 0005 25, номер WhatsApp 0702 0005 25. В WhatsApp для вашего удобства создан каталог со всей актуальной недвижимости, которая у нас на продаже. На этом все. С вами был риэлтор Дауд. Всем доброго.